Привитание. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы выехали на нашу выездную сессию У Гомель, у Центра белорусской мовы. Поразговаривать на такую тему, что такое конкурсы красоты в Беларуси и какое мнение у каждого участника по этому поводу. Я сутыкаюсь вельмі часта з дыскрымінацыяй, сексізмам, і чым больш я ў тэме, тым часцей я гэта заўважаю, і тым больш, можа, балюча мне гэта ўспрымаць. Але калі я пачынаю аналізаваць, чаму так адбываецца, чаму здзіўляюцца, што я паспяховая, ці ставяць пад пытанне, як гэта ты кіруеш арганізацыяй і так далей, як гэта ў цябе там, не ведаю, штат супрацоўнікаў у бізнесе. І такая з'ява, як конкурс прыгажосці, гэта яшчэ адзін такі дадатковы маркёр, які паказвае стан прынцыпу жанчын у грамадстве беларускім і тое, як гэта проста аб'ектывізацыя, і ты не можаш быць, не ведаю, нейкі конкурс лепшых бізнес-вумен года, які спансуецца дзяржавай. Не, ёсць конкурс прыгажосці, і гэта частка беларускай ідэалогіі. Што з гэтым рабіць? Гэта вельмі важнае пытанне. Трэба прысвячаць гэтаму ўвагу, абмяркоўваць, падымаць, напэўна, нейкія абмеркаванні, таму што не толькі ААН можа звяртаць на гэту ўвагу, але мы самі жыхары, падаткаплацельшчыкі, жанчыны, так, бізнесоўцы, бізнес-віменшы, віменкі. Вось, што ты думаешь? Ну, мое мнение насчет конкурсов красоты, что их в принципе не должно существовать, потому что оценивать кого-либо через призму каких-то эстетических признаков — это не ок. Ну, в том смысле, что оценка красоты вообще не должна существовать. То есть мое мнение таково, что тело есть тело, его создала природа, и оценивать его, давать какую-то оценку прекрасного — это неправильно, потому что что есть прекрасное, что это есть красота, это наше личное субъективное мнение, сложившееся, но не всегда, потому что мы так решили. На нас влияет медиа, наше окружение, тот внешний вид, который мы наблюдаем вокруг, этническая группа, которая с нами рядом, то есть цвет кожи, волос. И мы считаем красивым, то, что нам продиктовали. Я, например, никогда не вписывалась в шаблон той идеальной красоты, всегда испытывала на себе довольно-таки сильное давление, потому что там не тот вес, не тот рост, не та длина волос, не та кожа, почему она у тебя блестит, не знаю, почему у тебя такой цвет глаз, почему ты в очках, и много-много всего, почему ты носишь черное, зеленое, красное. Это некрасиво, это не идет, это всегда так пугает, и это вообще, в принципе, вызывает какое-то отвращение, потому что, кто позволил этим людям нас оценивать? И когда мы говорим про конкурс красоты, то есть когда какая-то группа людей, пусть то голосование или еще что-то, говорит какой-то девушке, что ты более красива, чем другая, во-первых, это вызывает мизогинию, то есть женоненавистничество, конкуренцию. Я считаю, что все женщины друг другу поддержка, пусть прозвучит громко, сестры, подруги. Кстати, одним из главных призов для мисс Беларусь стал белый внедорожник Джили. Кроме короны и автомобиля, победительницы в различных номинациях в качестве призов получили и путешествия, ювелирные украшения и бесценный шанс на роль в новом фильме Дмитрия Астрахана. Режиссер в жюри рядом с основателем одного из самых престижных конкурсов красоты в мире «Мисс Супранэшнл», а также специальными гостями конкурса Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской. Возглавил жюри руководитель телеканала ОНТ Марат Марков. Мы, женщины, как никто другие, понимаем наши проблемы, то есть проблемы женского общества, да и вообще, в принципе, социализации женской, когда мы друг друга, наоборот, угнетаем, обижаем по поводу внешности, или по поводу кто-то успешней, или кто-то более конкурентоспособен, кто-то более популярный мужчина, это неправильно. Мы все классные, независимо от того, сколько на нас макияжа, какой у нас нос, какой цвет глаз, не знаю, какая попа, какие ногти. Мы классные, потому что мы такие, какие есть. То есть живые, настоящие,
простые, не знаю, там, с такой-то кожей, с волосами на теле, там, если кто не в курсе, потому что это вообще шоковая какая-то тема, волосы на ногах, что... И когда идет конкурс оценки внешности, когда вообще человека ставят его внешность, то, что он не выбирал, в приоритет вообще, в принципе, человеческим качеством, ну, это ужасно. Я Вера. Я Аня. У меня в университете была история с моей знакомой. В общем, у нее пирсинг на крыле носа, казалось бы, ну, прекрасная штука, да, если ей нравится. Но как-то она пошла в деканат писать то ли заявление на отработку, то ли что, и в итоге ей сделали выговор за то, что у нее, собственно, пирсинг, потому что это неподобающе, очень ужасно и неподобающе. И, как известно, в моем университете 3 выговора — это отчисление, то есть как-то это все не очень. Я думаю, что человек может выглядеть так, как ему или ей комфортно, вне зависимости от того, работает это или нет, потому что внешний вид никак не будет мешать выполнять свои обязанности, если это не какая-то специфическая профессия, где главную роль играет как раз-таки внешний вид. И в итоге это приводит к тому, что приходится все снять, весь пирсинг, максимально закрыть все татуировки и всю свою инаковость или отличительность от стандартной нормы, что, по идее, вообще не должно никому мешать. Я очень давно ношу пирсинг, и мне это очень нравится, и меня немножко выбешивает ситуация, когда мне делают какое-либо замечание по этому поводу, потому что я ношу кольцо на своем носу, а не на чужом. И как-то раз, это было в вузе на 1 курсе, ко мне подошел один из преподавателей и начал мне что-то говорить по поводу моего кольца. Я решила как-то немножко, намекнуть ему на то, что мне эта тема неприятна, и закончить диалог, но мимо шел наш декан, на что преподаватель сказал: как вы думаете, вот за такое студентов надо лишать премии или поощрять? И меня это очень сильно задело, потому что я люблю учиться, и мне было неприятно, что преподаватель посмел намекнуть на то, что меня можно лишить стипендии просто за то, что я выгляжу не так, как ему нравится. И мне кажется, это не очень хорошо. Ладно, это ужасно. В моем вузе проходят конкурсы красоты, назовем это так, не только для девушек, но и для парней. Это ежегодное мероприятие, называется «Мистер Университет». И что самое интересное, в нем участвуют и парни, их очень много, но все участвуют по разным причинам. Это может быть и собственное желание как-то получить удовлетворение от того, что ты на сцене, от того, что ты красив, от того, что ты выигрываешь, поднять свою самооценку и так далее. Но иногда туда приходят парни просто потому, что им нужно представить свой факультет и заявить о том, что да, допустим, где-то на филфаке существуют парни. И я не знаю, как к этому относиться. Меня зовут Жанна, я работаю медицинской сестрой в городской поликлинике на скорой помощи. 10 лет тому назад у нас проводились конкурсы на лучшую профессию среди медицинских сестер. Меня попросили там участвовать, я не отказалась. Но я считаю, что это не очень целесообразно проводить такие конкурсы, потому что, на мой взгляд лично, мы все хорошо относимся к профессиональным обязанностям, и показывая, что кто-то лучше делает укол, кто-то хуже, это как-то, не имеет большого значения, и, к моему счастью, это все отменилось, больше у нас такое не проводится. Я согласилась, потому что, мне интересно было участвовать, все знают, что я артистка, я занимаюсь в театральной студией, набрался полный зал сотрудников, всех хохотали, когда я сказала, что я не знала после школы, куда мне пойти, то ли в театральный институт, то ли в кооперативный. Все засмеялись, потому что, пошла, я говорю, в медицинское училище. Все засмеялись, потому что, все знают меня очень много лет. Все хотели зрелищ посмотреть. Зрелище было интересное, но я считаю, это не нужно проводить. Мы все красивые. И я не понимаю, как отдельная группа людей может оценивать красоту отдельной группы людей. Нас очень много, мы все разного роста, разной комплекции, у нас у всех разные черты лица. И... Сидит в комиссии Иванов, Петров, Сидоров. Это частное мнение Иванова, Петрова, Сидорова. Как можно оценивать красоту? Мы все женщины красивые. А для меня самое главное – это красота душевная. Что в душе у человека, а не красота внешняя. Поэтому я категорически против. Конкурсы красоты, они подкрепляют вот этот момент, когда женщина является объектом.
То есть она не воспринимается, ну, она воспринимается украшением. Да, я тоже вот вижу, что женщина сама себя воспринимает как объект. Для меня это очень удивительно, такое отношение к себе, к своему телу. Беларусь узнала имя самой очаровательной девушки нашей страны, которая не просто представит свою родину на Мисс Мира, но и докажет всей планете, что у Беларуси красота, какое лицо. Ну, такой альтернатива конкурса красоты для мужчин. Это всякие Мистер Олимпия, это там как-то, я не помню, натуральный бодибилдинг, там свои названия, честно, не помню. Суть в том, что зачастую некоторые изменения необратимы. То есть настолько доводят свой организм, ну, потому что им надо выглядеть на 4% там, подкожного жира, а оно никак. Организму-то это не надо. И на самом деле вот это вот получается очень травмирующий опыт. Ну, правда, в конкурсах красоты немного, наверное, не в таких масштабах. С вами был блог. Разом с сяброками и котками. Подписывайтесь на канал, Ставьте лайки. жмите колокольчик. Мяу!